Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня у нас 15, если я не ошибаюсь, 16, извиняюсь. 16 марта 2026 года. 16 марта 2026. Так, выключим звук. 16 марта 2026 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Реалити в YouTube и на канале Аслан Арцуев в TikTok. Время 19 часов 1 минута по Берлину и, соответственно, 21 час и 1 минута по городу Джохару. Сзади часы на полминутки опаздывают, или спешат точнее. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности и не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть вроде бы пока, вроде бы это безопасно. Сейчас, одну секунду. Секунду, тут настрою кое-что. Так, вот все. Так, валейк салам, гражданин Ичкерии, Машвой. Сегодняшний свой стрим я назвал «Украина атакует Россию». Кольт уравнял людей, дроны уравняли государство. Как известно, есть такое выражение, что Бог создал людей разными, сильными и слабыми, а лейтенант Самуэль Кольт уравнял их. Вот приблизительно по этой аналогии я назвал свой сегодняшний стрим. И дроны очень поменяли сегодняшнее положение вещей в мире. Дроны сегодня представляют очень мощное оружие. Оно очень дешевое, очень простое в управлении и очень, как выяснилось, эффективное. И вот благодаря вот этим современным технологиям украинцы создали килл-зону, такую смертельную зону, где все оккупанты находят свой бесславный конец. Ну и, конечно же, наносят удары по самой фашистской России полностью, по любой территории. Даже если нужно, они могут спрятать эти дроны в какие-нибудь грузовики, и грузовики могут доехать до Дальнего Востока и оттуда уже наносить, вылетать из грузовиков. Помните всю эту операцию, операция «Паутина», которая уничтожила бомбардировщики стратегические, российские или советские, будет точнее. Так, валейк салам, всех приветствую. И вот об этом давайте поговорим. Аса, у меня такой вопрос. Изданию «Инсайдер» можно доверять? Нет, конечно. «Инсайдер» и есть такой Доброхотов, такой чувак. Ну, как можно доверять россиянину? Чем он отличился за все это время? Преследовала ли его фашистская Россия, когда он там находился? Ну и так далее, и так далее. Я понимаю, о чем ты говоришь, но я знаю, что очень вовремя Христо Грозев вылез, как обычно, какой-то провокатор какой-то мутный этот Христо Грозев, которого я уже, на мой взгляд, не раз ловил на лжи. Например, когда был суд над Вадимом Красиковым в Берлине, Христо Грозев с сопровождением мощной, с охраной, полицейскими там его привели. Имя засекречено, ну все видно, что это он, все его знают. Он там дал показания какие-то, ушел. И тогда немецкая разведка сказала о том, что Вадим Красиков является
сотрудником военной разведки. Я вот могу путать вот эти моменты, потому что тогда в тот момент я поймал просто на лжи, потому что Христо Грозев сказал, что он сотрудник ФСБ. Ну, может, он свои данные имел в виду, но немецкая разведка в суде представила информацию о том, что Вадим Красиков, он военный. И затем еще Грозев рассказывал о том, когда Илларионов, там другие пропагандоны начали рассказывать о том, что кадыровцы, так называемые кадыровцы, россияне, чеченцы, которые стоят в заградотрядах, и они бедным русским мальчикам не дают возможности отступать. И вот Христо Грозев был один из тех, кто эту волну поддерживал. Я не отрицаю, что какие-то там заградотряды есть, но из которых состоят из чеченоговорящих, но нужно отметить, что ни одного российского пленного, который говорил бы о том, что это заградотряды стоят именно чеченцы, мы так и не увидели. Именно пойманного украинской стороной российского военноплена. Эти росгвардейцы там выполняют роль Росгвардии, чеченцы, которые в Минобороны, их посылают на убой, они гибнут, в огромном количестве погибло, до 10 тысяч убитых и раненых уже на этот момент. Существуют убитые, трупы не забирают, ну, короче говоря, там ужас из ужасных. Но почему-то начали представлять, что они какие-то заградотряды там и так далее, и так далее. И сейчас тоже Грозев вылез и снова сказал, может, его обманывают, может, такой лошок, бывает такое, когда ты доверяешь людям, там какую-то информацию добываешь, и потом тебе подкидывают информацию. И сейчас тоже новая информация выплывает, как раз есть такой парень, проживает в Швеции, наш ветеран боевых действий Висади Нагаев. Он пишет книгу, и как-то в комментариях мы затронули эту тему, и он рассказал о том, что назначение якобы от президента Масхадова по поводу Закаева в Грузии, когда он находился в Висаде, он увидел, что есть факс, телефакс, где он прочитал, что это из администрации президента этот документ пришел. Представьте себе. Якобы Аслан Масхадов, который находится в горах, он от его имени присылается из Москвы, из Кремля о назначении Ахмеда Закаева. И может быть и дополнительно, мы тоже очень много выкладывали, Аят Дидигов об этом много говорит, кто такой Закаев, чем он занимается. И может быть, с этим дополнительно они начали сейчас принимать меры, потому что, видимо, у Закаева не очень хорошо все получается. Я не понимаю, вы можете, конечно, их всех не убивают почему-то. Вот не бывает, вот как этот один украинский там блогер рассказывал по поводу Кирилла Буданова, которому хотели подорвать машину, но человек, который закладывал эту бомбу, он сам подорвался. Я думаю, конечно, этот человек реально хотел его подложить, эту бомбу, потому что он, наверное, не готов был самоподрываться. Но, как рассказывает вот этот украинский блогер, он говорит, он оперативником, ментом проработал, что ли, долгое время. И говорит, столько было подрывов автомобилей, и ни разу не было того, чтобы при закладке подорвался тот, кто ее закладывал. А вот с Кириллом Будановым это произошло. Точно так же какие-то странные нападения на Тумсу Абдурахманову один раз, второй раз. А сам на самом деле как неуловимый Джо. Просто нафиг никому не нужен, как тот неуловимый Джо. Но почему-то на него какие-то покушения, какие-то это. А вся программа это у него пророссийская. Также Закаев говорит, что он россиянин. Вся программа у него пророссийская. Полностью дискредитация чеченского общества здесь. Препятствие для консолидации чеченцев здесь. Та же самая ситуация по Украине, когда его туда свои кураторы отправляют, и он якобы является там большим представителем чеченского сопротивления, борящегося за свободу. Хотя, когда туда ехал Иса Мунаев, и в том же батальоне шейха Мансура, человек мне об этом прямо рассказывал, о том, что он предлагал Исе Мунаеву в 2014 году $1 миллион и должность министра внутренних дел Чеченской Республики в составе России. Понимаете?
И тогда Исам Мунаев говорил, что Закаев никто. Есть запись в YouTube, где он говорит, Закаев никто. Кто он такой, вот, представлять нашу власть и так далее. Поэтому я абсолютно не верю ни Христо Грозеву, ни вот этим. Может, какие-то покушения, там, бизнес-ссоры какие-то могут быть. Но это точно не из-за того, что он является противником России, его пытаются убить. Понимаете? Поэтому все это чушь собачья. Чушь, высосанная из пальца. Просто-напросто. Вот такие вот вещи очень нужно знать. Очень плохо говорит здесь, кто-то мне в ТикТок пишет. А что плохого-то? Наоборот, это очень хорошо. Нам пытаются протолкнуть фигуру российские спецслужбы и кто-то здесь на Западе, который помогает им в этом, потому что очень удобный собеседник Ахмед Закаев, да, на все соглашается, часть России говорит, как и на Западе говорят, что наша страна это часть фашистской России. Ну будьте сами тогда частью этой России тогда, почему мы здесь? С какого перепуга мы должны быть частью фашистской России? Вот такие вот вещи происходят, и нам пытаются протолкнуть кандидатуру, которая дискредитирована просто от слова совсем, полностью. Абсолютно ни в чеченском обществе никто не признает вот этого человека ни лидером, ни так. Чеченцы очень хорошо чувствуют фальшь. А когда ты все время только что и делаешь, что ты обманываешь чеченский народ, то это уже окончательно поставлен крест на этом. И вот сейчас вот новая реанимация, вот покушение, хотели убить там, туда-сюда. Вот всех пытаются убить и не убивают. Никто не грозится убить, например, Зелимхана Хангашвили. Убивают, мы не слышим, что кто-то хочет его убить. Вон Мансура Алиева в Бельгии, во Франции убили, из Бельгии, который был. В Австрии убили сколько человек. Никто почему-то операции не срывается. Убивают вообще за милую душу. Единственное, что они не могут быстро убежать. Вот у них проколы бывают. И теперь они как-то пытаются сделать так, чтобы засветиться-то уже засветимся, но хотя бы скрыться, чтобы не попался исполнитель. А там уже можно ему документы другие сделать. И так далее. Ну, вот такая вот история получается. Интересная. Поэтому нет, конечно, ни Христо Грозеву, ни тем более инсайдеру, который столько уже дезинформации закидывал вперемешку с правдой, чтобы тут на Западе хавали. Поэтому я не верю. Я знаю, чем я занимаюсь. Я знаю, что я делаю. Я знаю, что Ахмед Закаев и его окружение вербовало меня на российскую разведку одной лишь целью, чтобы я поехал в Украину или здесь оставался, работал на них и таким образом вот заполонил. И теперь исходите из того, кто такой Муса Ламаев и вот это все окружение Закаева, которое мы говорим, а они этого не стесняются. Значит, все прекрасно люди понимают. Одно дело там обманутые были бы. Я сам был обманут. Но это же не может. Закаев же актер. Конечно, актер, но это ему не поможет. Актер он или политик, ему не поможет ничего, потому что чеченцы его не примут. Не примут. Запад может, там весь мир может собраться и говорить, да, давайте, это же такой. Нет, себе оставьте, мы вам дарим его и Кадырова вместе. Так, давайте почитаю ваш комментарий, потом перейдем к нашей теме. Что думаешь про войну между Украиной и Россией до конца этого года? Иркин, шалом, дорогой, салам алейкум. Я думаю, что война, конечно, скорее всего, продлится до конца года. Я считаю, знаете что? Я считаю, что украинские патриоты, украинский вот костяк, вот на нем это все держится. И они очень мешают, как когда-то мешал Джохар Дудаев, как мешал Аяд Идигов, другие товарищи. Да, вокруг них ошивались вот эти Закаевы, там разные Кутаевы, все вот эти товарищи ошивались по заданию из Кремля. Но реальный костяк чеченской патриотов, чеченских, можно, не люблю это слово, националисты, которые боролись за свое, их убивали, подсовывали нам религиозный соус, подсовывали агентуру, которую Дудаев выявлял и потом отгонял от себя. Но после его гибели они все снова повылазили, повернулись. Да? Мы по именам их знаем, и наша проблема в том, что мы не называем их имена. Не называли.
мы их имена. Теперь мы будем их называть, потому что мы их не называли имена, потому что не было того геноцида, который над нами сделали. А когда над нами сделали геноцид, эти люди повылазили, патриоты, там, воины Аллаха, кто они там еще, там, ичкерийцы и так далее. А как оказалось, нет, настоящие воины погибли, их преследуют, их убивают, над ними странные очень такие психологические спецоперации, фашистская Россия и ее спецслужбы проводят. А эти живы, здравствуют. И дальше продолжают гнуть ту же античеченскую линию. Это касается и Удугова Мавлади, и там еще повылазили, там разные, все, молчали, молчали. Иногда себе давали знак, такой знак, сигнал подавали. Теперь повылазили, сейчас все меняется, сейчас все усиливается, и нужна мощная такая пропаганда. И их не убивают, их не убивают. Их покушаются, но никогда их не убивают. Хотя, опять же, конечно, за какие деньги не поделят, и у них могут случиться конфликты. Как-то так. И сегодня, когда Украина стоит на своем четком законном праве, на свою свободу, на свою независимость, Украина сегодня является костяком. Знаете, Соединенные Штаты, как я уже неоднократно говорил, построены на божественных началах, да, где служение народу, а не царю, что власть принадлежит народу, а не царю. Так вот, сегодня Украина является передовым отрядом в борьбе с диктатурой и злом за свободу и независимость. И мы все, сегодня я слушал Дональда Трампа, он говорит о том, что Дональд Трамп говорит, да, там Украина, мы помогали только типа из-за Европы помогали и так далее. Вот и все. Вот какой менталитет, какой подход у президента Соединенных Штатов, самой свободной страны, которая должна отстаивать интересы украинского народа, который также борется за божественные законы, за свободу своего народа. Так вот, нет, не интересно, за океаном, где вот там нефть, где там какие-то свои там личные, да, там другой разговор. А вот здесь неинтересно, это нас не касается. Это неправильный подход. Это неправильный подход. При всем при этом, конечно же, Соединенным Штатам нужно помочь. Всем миром помочь. Раз уже такие люди у власти ввязали в войну, а Иран реально представлял угрозу и для США, и для Израиля, мы теперь должны, к сожалению, мы должны теперь заниматься этим тоже вопросами. Все должны помогать Соединенным Штатам Америки. Но самое главное в этой ситуации, чтобы вот эту войну, которая против зла, диктатуры, ведется против этой диктатуры, она не превратилась в религиозную войну между христианами и мусульманами, где 2 миллиарда христиан будут убивать 2 миллиарда мусульман, а 2 миллиарда мусульман будут убивать 2 миллиарда христиан. Это только сатане и дьяволу нужно, вот это все дело. И поэтому мы должны вот этот момент избежать. Но цели почему-то не определены. Не определены. И сейчас, когда Украине не помогают или мало помогают, Украина, на стороне Украины Бог. Вот месяц сегодня Рамадан, я мусульманин, я со всей ответственностью заявляю, на стороне Украины стоит Бог. И он ее вытаскивает, Бог вытаскивает Украину из самых-самых вроде бы невытаскиваемых, нерешаемых трудностей и проблем. Это однозначный факт. Это мы видели. Даже это тоже божественное провидение. 24 августа 2025 года Алексей Титов, высокопоставленный офицер ФСБ, самодельную бомбу, самодельное взрывное устройство, сделанное из маленького газового баллона, занес в детский центральный магазин города Москвы на Лубянке. То есть перед самым 1 сентября, то есть 24 августа 25 года, в День независимости Украины, занес бомбу и сам самоподорвался. Вы даже не представляете, какая это была большая операция, которую они готовили. Вот на этом же месте она просто провалилась, эта операция. Был запущен второй человек, убийство детей. Что может быть страшнее убийства детей? Это делалось все для дискредитации украинских патриотов, украинских националистов.
Украинцы, услышьте меня. Это самое главное, по чем по вас работают вот эти фашисты из-за поребрика. Их задача была, чтобы вас дискредитировать. Вы убиваете русских детей. Вот какая была задача. Одновременно с этим уже запущенный, уже обработанный, давно подготовленный террорист в Миннеаполисе убил детей в Соединенных Штатах. А это делалось для того, чтобы соединить, в горе объединиться, понимаете? Здесь убили русских детей, ФСБшники, Алексей Титов, как мы знаем, вот кто был закладчиком этой бомбы. А там какой-то там сумасшедший террорист в Миннеаполисе, где самая большая украинская диаспора, и с надписью как бы на славянском, там похожим на русский, на украинский язык, с какими-то надписями и так далее. Там много чего можно. Украинские исследователи, если возьмут эту линию расследования, эту нить, то они раскатают клубок. Это очень-очень важный момент. Это самый важный, наверное, момент, который нужно раскручивать. Вот таким вот образом потом был убит Порубия Андрей, как вы знаете. И это вот нужно было сделать так, чтобы подняться на Зеленского, против Зеленского. Опять же, еще раз напоминаю, ни в коем случае нельзя доводить до антисемитизма. Там сейчас украинцы антисемиты начали говорить. Но вообще бесстыжие люди могут говорить, что украинцы антисемиты. Украинцы избрали президента еврея, который на Библии не клялся, который не говорил, что он христианин. То есть он говорил фактически, он этого не сказал, что он иудей, он сказал. Это все украинцы видели. У украинцев нету этой, по крайней мере, у большей части нету этой проблемы с этим антисемитизмом. Поэтому украинцы делают все возможное, и мы все должны помогать Украине. И Дональд Трамп должен помогать. Не когда ему выгодно, а когда это выгодно Америке. А Америке выгодно поддерживать Украину. Украинцы будут держаться благодаря тому, что есть дроны, благодаря тому, что, в первую очередь, что есть дух украинский. И, конечно же, вот современные воины, которые помогают украинцам, опять же, Бог на их стороне. И многие вещи, вот такие божественные, с украинским народом происходят. Главное выстоять, главное не сдаваться, главное не попадаться на эти трюки. А мы, чеченцы, готовы вам всячески, украинцы, помогать. Вы для нас цель номер один для помощи. Вот сам приоритетнейший ваш. Вы для нас самые главные, кому мы должны помочь. К сожалению, у нас нету оружия, у нас нет денег, нас даже в Украину не принимают, потому что мы не стали стучать на украинцев, мы не стали работать против Украины, а такие там не нужны. И вот этот костяк украинский, патриотов, националистов, других людей, уже кто воюет, уже автоматически уже становится патриотом, уже другие там законы начинают на войне действовать. Вот эти все люди, есть главная цель, на которых охотятся. Их нужно дискредитировать, их нужно там убить, разделить, разобщить и так далее. Поэтому это важно, мы это знаем, как это происходит. Наш президиум правительства в лице Аллы Дудаевой, Аяда Идигова, других наших лидеров, они прекрасно знают, как это работает. Они уже через это, так сказать, на всей своей жизнью, на своем жизненном опыте прошли все это. И мы готовы, мы показываем информационно. Я, например, ни на один день не прекращал борьбу за вас с 2014 года, за Украину. Но вот такая вот пока ситуация. Поэтому я думаю, война продлится, что бы там ни говорили, ни пытались сделать, но делается все, чтобы Путина вывести из изоляции. Сейчас фактически, представьте себе, весь еврейский народ запуган атомной бомбой, угрозой, вот этими исламистами, террористами. И в этот момент появляется Путин и говорит: я вас спасу, заберу атомную бомбу, этот уран у этого Ирана, заберу там туда-сюда. Точно так же, как он химическое оружие забирал у Башара Асада. Чушь, конечно, была собачья, но все равно стал из покровителя Башара Асада, стал полноценным посредником, миротворцем, представьте себе. И сейчас если сейчас поставить такой вопрос перед, например, Конгрессом США и сказать: смотрите, либо Иран уничтожает Израиль,
А там очень мощное лобби в Конгрессе израильское, и даже сами американцы очень поддерживают Израиль. Говорят, 51-й штат называют Израиль, 51-й штат Соединенных Штатов, то Конгресс скажет, да, давайте, что делать? Ну, да, мерзавец, ну что поделать, если он может помочь, давайте, пускай поможет. Ну, такой, на лоха такой, развод такой получается, который уже на лоха один раз работал. Но для того, чтобы он сработал, нужно подготовить общество, подготовить тех же конгрессменов, тот же Сенат нужно подготовить. А что для этого нужно? В 2013 году, 15 почему я говорю постоянно 21 апреля, потому что 21 апреля погиб Джохар Дудаев. И под эту дату был совершен теракт в Бостоне при помощи Кавказ-центра, Дмитрия Кечкина, который является главарем банды УФСБ. Вот это большая такая система. В Америке, я уверен, были люди, кто помогали и курировали вот этих братьев. Может, не прямо, но наблюдали там как-то и так далее, вербовали, вели их, так сказать, вели их по этой дорожке. И в итоге произошел террористический акт в Бостоне, и потом появился ИГИЛ, массово убивал людей, там такие съемки мощнейшие, такие, чтобы, ну, антимусульманская вот эта террористическая банда ИГИЛ. Вот они, которые больше всех дискредитировали мусульман, людей. И затем Башар Асад применил химическое оружие против своего населения, убил там сотни людей. И вот после этого тогда, ну ладно, тогда сказали. И Путин, давай, помогай. И потом увидели все это. Сегодня происходит то же самое. Мэр Нью-Йорка Мамдани, как его там, и как-то его зовут, он называет Трампа фашистом. Представьте себе, президента Соединенных Штатов Америки можно назвать как угодно. Но фашистом назвать — это самое большое оскорбление. Должно быть, в моем понимании, для президента США. Ничего страшного, говорит Трамп. Ничего страшного, он его фашистом назвал. Но Мамдани выступает за мусульман, якобы. И потом сразу, как только становится мэром, он делает намаз там где-то на улице. Становится, делает намаз. Какого перепуга мэр там 20-миллионного там города, американского, самого большого города в мире, можно сказать, наверное, да, если там не брать какой-нибудь Токио, и он становится, делает намаз. Ты что вообще, с дуба рухнул? Ну что это такое? Провокация. Самая настоящая провокация. И теперь перед зданием Мамдани собирается какой-то непонятный митинг. Люди начинают говорить, американцы, которые абсолютно свободны в вероисповедании, в религии, во всем. Там свобода на самом деле. Они с молоком матери впитывают эту свободу. Так вот, за то, что Мамдани сделал вот этот намаз там, приходит митинг через сколько-то времени, приходит и вот начинает, когда это, 7 марта. 7 марта приходит и начинают митинговать. И вы обратите на видео, я очень внимательно все это смотрю, изучаю сейчас этот вопрос. Все люди, кто нападает на тех, кто там пришел против Мамдани, они в масках. Маска. И начинают там, типа они за мусульман, там какая-то непонятная свара. И в эту свару залетают два вот этих оболваненных, 100% подготовленных психологически воздействуя молодых человека, которые бросают одну бомбу, банку со смесью. Смесь, которая называется, она очень такая взрывоопасная, мать сатаны называется. Представьте себе, какой сценарист с юмором, да, чтобы вот запачкать, вот сказать, вот мусульмане, смотрите, какие это мусульмане? Это ублюдки. Что, всех христиан будем обвинять за то, что там в Норвегии детей расстрелял человек, тоже такой же ублюдок, который также был обработан. Или может за то, что в Миннеаполисе детей, христианских детей этот сумасшедший расстрелял, может за это тоже будем обвинять христиан. Ну вот так вот делается, преподносится. И начинается резко везде информационно распространяться про бостонский теракт. Обратите внимание, бостонский теракт — это самый раскрученный теракт из самых маленьких терактов, которые были проведены в Соединенных Штатах.
Но так получилось, что после бостонского теракта появился ИГИЛ, потом появилось химическое оружие, которое применили, и потом Путин стал рукопожатным, и Обама его вывел. Причем, надо отметить, Обама поехал на этот бостонский теракт, мы его так раскрутили. И потом верь, кто тут за кого, что это, или кого тут, кто кого использует, кто кем манипулирует. Вот такая вот ситуация сейчас на наших глазах разворачивается. Вот происходит вот этот нью-йоркский вот этот теракт, попытка этого теракта. Сразу начинает про Бостон говорить. И сразу вылезает Путин и говорит, да, я могу забрать ядерный вот этот уран обогащенный у Ирана. Ну как это так? Ну, здесь очень трудно не видеть вот эти все параллели. Это я вам так поверхностно, глубоко не изучая вопрос говорю. Просто посмотрите, там столько деталей совпадает. И начинают вот об этом нам рассказывать. Ну, я думаю, американцы не должны это терпеть. У американцев есть мужчины, которые не позволят, мужчины, женщины, следователи, я имею в виду, которые стоят на страже своего государства, своего народа, и не должны это просто так дать уйти там. Какие бы силы там ни стояли против. Ваших людей убивают. Я, например, не готов и не согласен с тем, чтобы бостонский теракт остался на репутации чеченского народа. Мы никакого отношения не имеем к этому теракту. Это все сделало ФСБ. Дмитрий Кечкин это сделал. И его люди это сделали. И Патрушев, конечно же, самый главный террорист там стоит. И, конечно, Маулади Удугов, который все это делал, вел все это вместе и так далее. Не понимаю, почему в Турции он там сидит, почему Турция ему там позволяет сидеть. Ну вот и потом у тебя складывается в голове, неужели они не понимают? Или понимают и держат у себя его. Понимаете? А потом приходит на место Башара Асада человек, бывший агент Башара Асада, их разведки, приходит и становится главой президента, его еще почему-то называют, Сирии. Странно. Но вроде бы из-за них вся вот эта сыр-бор был, все плохие были, там столько городов разрушено, миллион людей убито. А потом берут этого исламиста карманного, специсламиста, а потом берут его, делают этим. А этого Башара Асада вывозят аккуратненько. Вот и сделайте, складывайте. 1 + 1, 2, 2 + 2, 4. Все же просто. Все очевидно. Главное просто в правильном направлении смотреть. Вот эта ситуация очень важна. И сейчас главное, если эта война начнется, точнее имеется в виду, если другие включатся в эту войну против Ирана, сейчас все заявляют, нет, 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 ну я что-то мало верю, что нет, потому что, ну, если оставить сейчас Америку 1 на 1, у нее есть начнутся проблемы, это экономически мощные будут потрясения. А нам рассказывали, что это вот сейчас быстренько побомбим и перестанем. Не перестанут они уже, не перестанут. Если уже всех зовут, давайте еще, там мы сейчас еще там наземную операцию будем делать и так далее. Это на годы, это будет на годы. Ну, дай бог, чтобы быстро, конечно. И если в течение месяца эту войну Трамп не закончит, то это на годы. Это просто, это катастрофа. И в первую очередь это катастрофа для Украины и Европейского Союза. А также, конечно же, для Соединенных Штатов. Но Соединенным Штатам уже ввязались. Отступать, как говорится, некуда. Вот такая вот неоднозначная, странная какая-то ситуация. Нефть падает. Ну, нефть, может быть, на рынке там торги идут, прыгает, падает, не знаю. Пока нету конкретных вещей, что вот там этот пролив освобожден, Армудский, и все нормально. Пока ничего по этому поводу нет. Так, Алейк салам Асланбек, Машволь. На Западе говорят, что Чечня часть России, пока Россия сильная, пока Россия опасна, ядерное оружие. Но как Россия перестанет быть сильной и опасной, они скажут сразу, Чечня не часть России. Нет, не совсем так, не совсем так. Да, здесь есть люди, которые говорят, что Чечня это не часть России, но не официальные лица. Здесь есть официальная правовая позиция государства.
и чиновник должен ее придерживаться. Это документы, договора там, и так далее, и так далее. У себя они здесь писали, что мы часть России. Поэтому это не так, что вот Россия ослабнет и так далее. Но даже когда она сейчас ослабевает, посмотрите, что они делают. Забываю ее фамилию, как всегда, польская, там есть вот эта женщина, депутат, министр, по-моему, иностранных дел Польши, она была Фатыга. Вот она с Закаевым там встречается, там разговаривает. Да, там, ну мы же рассказываем, кто такой Закаев. Да, они знают это. А Яды Дигов рассказывает, наш президиум рассказывает. Потом есть там еще дамочка, помните, из Литвы, по-моему, или Латвии. Она еще там в каком-то зале, в актовом, там много стульев, она сидит и говорит: мы не забыли Ичкерию, мы не забыли чеченцев, мы помним, мы вам поможем. А она сидит с Закаевым. Вот вам здрасте. Потом есть один представитель, бывший конституционный судья Литвы. Я был у него там в Вильнюсе, разговаривал с ним, тогда меня Аминат Саиева туда повела, которая вместе с Закаевым была, сейчас не знаю, не видно ее давно. И я тогда тоже поддерживал Закаева, думал, что это люди реально что-то делают. А оказывается, это просто люди, которые отрабатывают, так сказать. И он тоже там вместе. Ну вот ты задаешься вопросом: ну хорошо, ладно, мы свои выводы делаем, мы не можем вам запретить быть такими, но свои выводы мы делаем. Вот и все. К сожалению, ну, вот такая вот ситуация. Они хотят подменить, понимаете, им управляемые чеченцы нужны. Свободные чеченцы никому не нужны. То есть, никто не хочет на них затрачиваться. Ну, если их человек управляемый, это для России должен быть. А Россия здесь мощный вес имеет. И надо... А чеченцы это самое главное для русских. Наверное, главнее даже, чем украинцы. Потому что, ну просто, я не знаю, когда шизофреническая у них привязанность к нам, не могут они без нас. Вот, если мы их отпускаем, они умрут без нас. И вот Кадыров их поэтому разрешает им подоиться от него, да, набраться силы, да, с чеченской. Не знаю, правда, сам он какой чеченец. Так, да. Das ist ganz... Ассаламу алейкум, алейкум, Машоль, вольник, Машоль. Так, это не твой уровень был. Абсолютно точно, это не мой уровень, да, это не мой уровень. Я когда начал этим заниматься, я говорю, я это не умею, я то не умею, там, своему другу. Я там в России жил, не воевал я, это, то, все. Он говорит: Аслан, говорит, ты святой по сравнению вот с этими всеми. Поэтому это точно не мой уровень, да. По сравнению с ними я святой, да. Хоть я и не святой делал. Сумца, Золкина тоже есть. Не просто так они начинают тоже. Я не смотрел, мне присылали, я не стал смотреть, потому что, ну, что он скажет, опять свою какую-то чушь будет нести. Скорее всего, Асламбек, скорее всего, вместе у него совместный какой-нибудь мутят. Ты спрашивал, Грок, про этого Титова. Я спрашивал, он говорит, что просто бытовой взрыв газа без каких-либо следов спецслужб. Ну, конечно, вам Грок не скажет. То, что вам расскажут на канале Реалити, вам никто нигде не расскажет. Понимаете? Мы работаем не на совесть работаем, как говорится. Поэтому, конечно, не скажет. И вот немецкий у меня на канале, в YouTube есть, вы можете посмотреть, наверное, вы уже некоторые смотрели, где немецкий бывший дипломат рассказывает о том, что и Джимини,
и ChatGPT, и другие, он называет, наверное, игрок тоже, полностью прокачиваются ФСБшной пропагандой. Он прямо об этом говорит. А это не простой человек это говорит. Это очень-очень квалифицированный человек говорит. Поэтому, конечно, будет все. Вот это все. Ну вот такой вот мир, в котором мы живем, понимаете? Абсолютно аморальный, просто людоедский мир, вот в котором мы живем. Нельзя такие мысли, говоря, Ичкерии прикрываться. Какие конкретно мысли, о чем ты говоришь? В чем сила, брат? Говорит, сила в правде. Так, чеченец, ты вспомнил, из какого ты тейпа? Ты вспомнил, из какого ты тейпа? А что, я забывал, что ли, Дымовенко, какой тэп? Я обычного ногчей тейпа Нашхо. Слышал вы такое? Россия хотела сделать украинцев своими рабами. Да, абсолютно точно, Асамбек. Абсолютно. Так, Исланд НАТО, приветствую тебя, дорогой. Россия тупо использует Иран против США. Да, и это абсолютно никого не смущает. Уже все об этом прямо говорят, что Россия дает, прямо рассказывают, какую информацию предоставляет. Там уже американские многие радары разбиты, многие базы разбиты. И Россия дает информацию, где все это находится. И все равно Путин... Короче говоря, Америку готовы утопить, главное спасти Путина. Понимаете? Не Израиль спасти. Понимаете? Израиль не так спасают. Израиль сейчас под бомбами сидит. Израиль так не спасают. За простой еврейский народ там никто не беспокоится. Спасают Путина, систему КГБ спасают. Понимаете? Которая проникла на самый верх во всем мире просто. К сожалению. В США больше антисемитизма, чем в Украине. Ну, не могу сказать, не могу сказать. Не может быть в США, не должен быть, по крайней мере, в США такой антисемитизм. По духу, по менталитету они не могут быть фашистами. Любой человек, кто выступает против какой-то нации по определению, или религии, или нации, или какой-то группы, которая не представляет тебе конкретно угрозу, не грозит тебя убивать и выступает против этой группы, но это чистый фашизм, кем бы он, как бы он и кем бы он ни прикрывался. Путин еще спляшет на твоих похоронах. Я думаю, может быть, он попробует сплясать, но посмотрим, кто кого переживет. Израиль — это огромная военная база США на Ближнем Востоке. Ну, наверное, евреев забыли предупредить, потому что вообще-то евреи туда собирались для того, чтобы в безопасности и вместе свою культуру, свою религию, свой культурный код сохранить и жизни, конечно, сохранить, язык сохранить. Но военная база, вообще-то это государство должно быть, понимаешь? Где евреи должны чувствовать себя в безопасности. Знаю, Мюжги, Мачугул, да. Но они всегда здесь, граждане Ичкерии, ты же видишь, как они. Не могут они без нас, не могут. Но сейчас я их выключу, потому что они уже нормально мне тут раскачали, стрим, хватит. Потусили, давайте быстрее, у вас есть еще пару секунд, друзья. Пишите свои бесполезные комментарии, потому что вы уехали в бан. И вы заметили, когда, например, я
ставлю 5 дней, что им нельзя, и они сразу исчезают. Один, два, может, 3 человека, может, вылезут. А так десятки, сотни их бывает. А тут 2-3 человека, и все. О чем это говорит? Это троллятина. А так бы, кто хотел бы подписался. Я же специально 5 дней ставлю. Не 5 лет, не 5 месяцев. Специально 5 дней. Если подписан, нет. Нет, они специально ждут наш стрим, залетают сюда. Но вы веселите нас. Без вас было бы нам скучно. Скоро мы будем тоже над вами веселиться. Да, пока вы веселитесь. Кстати, про эту фабрику троллей, вот этот немецкий бывший дипломат, он тоже как раз об этом говорит, про эту фабрику троллей, которая постоянно атакует здесь. Те же антисемитские вещи пишут, потом антимусульманские вещи пишут, и вот все. Короче говоря, дьявольщина, просто раздор среди людей вносят. Валейк салам, Шамиль. Все будет Ичкерия, да, Мула. Аслан, не заметил события взрыва в школе в Иране, почерк конторы. Пример, подрыв тюрьмы в Олежках с пленными, а потом показали осколки Хаймарс. Не знаю, Александр, я не знаю точно, но это очень на них похоже. Очень. Единственное, что говорят, ракеты там есть. Проблема в том, что утверждается, что ударили томагавками. Томагавки есть только у американцев. Понимаешь? Поэтому это мог быть либо искусственный интеллект ошибся, нанес удар, либо там рядом находилась база КСИР, рядом с ней находились, скопление людей увидели, ударили. Может, просто ошибочно, специально я не думаю. Но мог быть и какой-нибудь агент. Понимаете? Это такая, как по нотам разыгрывается эта схема. Понимаете? Россия, почему Америку сейчас все не поддерживают? Понимаете? Ну вот, все отказываются поддерживать. Потому что Америка вступила так в войну. Трамп долго, весь свой год на всех плевал, неуважительно относился. Ну, такой, знаете, подросток, который там хамит всем. Ну, зачем это? Да, некоторые заслуживают хамства, но это же потом аукивается, правильно? И вот сейчас, когда вот все это произошло, зовут. Но кроме этого, ну, и еще должна быть справедливость на твоей стороне. Оценивают люди, как смотрят. А как США вступили в эту войну? Ну, абсолютно, как будто вот специально уничтожив свою репутацию. Вот сделать все, чтобы иранцы сопротивлялись. Вот смотрите, представьте себе, например, начинается война. Очень много людей против своей власти. Но власть построена на божественных законах у них. Да? У них теократическое государство. Они не верят, я думаю, многие не верят в том, что вот аятолла, он является каким-то божьим заместителем пророка, которого посадили, и вот он местоблюститель находится. Многие в это не верят. Но они верят в своего Бога, в свою религию они верят. Это у них не отнять. Это в каждом человеке есть. И Иран, это персы, это очень-очень древние товарищи. И они очень дорожат своей культурой, своей традицией, своей религией, своим видением своей цивилизации. Это логично, да, они заслуживают, да, их культура, их история заслуживает уважения. Потому что они много сделали для этого. Но они этой диктатурской власти не верят. Они хотят демократию, они хотят божественных законов, свободы они хотят. Они выходят, да, выходите. И 50, 40, 50 тысяч человек, как утверждают, убивают. А помощи нет. Понимаете? Вот эти 40-50 тысяч человек, это и есть тот костяк, который должен свергнуть эту власть, прийти. Но этого не произошло. Понимаете? На помощь им никто не пришел. Им сказали, вставайте. Они встали. Их поддержать нужно было. Их не поддержали. Когда их всех зачистили, остальные сбежали, где-то там кто-то попрятался там, и так далее. Начинается бомбардировка. Начинается в месяц Рамадан. Можно же на 2 дня, 3 дня раньше сделать. Ведь он же, вот этот, который верховный аятолла. Я просто свое мнение говорю. Я никого из иранцев не обидеть, ничего не хочу. Я считаю, что аятолла Хаминеи не был никаким божественным назначением, и никакой божественно он не является божественным человеком. Но я с большим уважением отношусь ко всем религиям, в том числе и к шиитам, шиитской культуре. Но
И я всегда ставлю себя на их место. Вот если ты сидишь, и вот ты сейчас вышел, вас 40 тысяч, 50 тысяч убили, ты ненавидишь эту власть, ты ее не считаешь божественной, ну, ты верующий человек, но ты ее просто не считаешь божественной. И потом в месяц Рамадан начинается обстрел. И убивают 80 там, сколько-то летнего дедушку вместе с семьей, полностью уничтожается он. Можно же чуть пораньше сделать. То есть его специально в Рамадан, чтобы его, в исламе считается, если ты погиб, умер в Рамадан, то как бы это признак того, что человек благословлен, что он в рай попадет. Месяц Рамадан человек, когда умирает. Это четкое такая, у мусульман есть такое представление. И вот фактически из него пытаются сделать святого. Убивают в Рамадан. Ну, я не думаю, что не было специалистов, кто не разбирался в этих простых вещах. Убивают его, ведут переговоры. Во время переговоров это делается. Это тоже считается не очень верным. Во время, не то, что не очень верным, нарушение, это нарушение правил и обычая ведения войны. В международном праве все указано. Понимаете? И наносится удар. Таким образом делается так, чтобы та сторона, то есть иранцы, они не воспринимали Америку другом. И там еще остров Эпштейн начинается везде говорить, и Трампа туда приписывают. И получается фактически, ну это так представляется, я так не считаю. Педофилы в месяц Рамадан убивают человека, и тот, кто даже не считает его святым, он уже начинает задумываться. И тогда ему приходится делать в себе выбор, он должен, вот только что 40-50 тысяч людей убили. И он должен себе делать выбор, теперь он должен что сделать? Восстать и заступиться за тех, кто вот таким вот образом, и еще детей убивают, вот этих школьниц. Вот все сделано так, чтобы иранский народ не восстал, а возненавидел Америку. И мы все ожидали, я тоже думал, что вот сейчас все люди выйдут там туда-сюда. Но когда ты все это видишь, складывается на месте, лучше видно иранцам, что там происходит. И все начинают отказывать, нет, мы не будем вставать. Зачем нам? Зачем? За что? За кого? За остров Эпштейн? Это так они говорят. Или за тех, кто убил там 150 девочек? Или за то, что там месяц Рамадан убили, из него сделали святого? Что вот он, да, скорее всего, он мученик. То есть предлагают иранцам, шиитам, восстать против своей религии фактически. Понимаете, против самого себя восстать. Даже не самого, против Бога восстать. Вот так это все представлено. Как это же очевидные вещи. Понимаете? И в этот момент все ждут, почему не встают. И поэтому Запад не спешит помогать Америке. Потому что все видят, что Иран не встает. Если туда входить в это, они все будут воевать. Они все будут воевать. Хотя там, говорят, все в щебенку превращается. Просто они сейчас там все попрятались, но территория большая. Ну да, здания уничтожаются, да, экономически все, коллапс, все будет. И там как в Сирии будет. Еще месяц, если они побомбят, если отойдут американцы, это как в Сирии будет. А если американцы туда влезут, это и Афганистан, и Вьетнам, и все вместе будет. Это просто колоссально. Украина покажется уже где-то на периферии, где-то там что-то происходит. И, конечно, Путин будет помогать бороться с террористами. А потом самое страшное, что будет, да, к чему готовят. Я об этом говорил за год еще, раньше еще говорил, что они нас к этому подводят. И это не только вот этот сценарий, случай. Я по чеченцам определяю, мы главный у России такой индикатор, на кем она испытывает и нас задействует, потому что нас не жалко, она нас в расход пускает. Здесь в Европе они расставили своих блогеров, вот этих религиозников, КГБшников, и они начали нам здесь про религию рассказывать и так далее, что мы все тут такие ярые, там, ваххабиты там, и так далее. И потом самое страшное, да, к чему мы можем подойти. Произойдет ядерный теракт. Например, против Израиля, против посольства Израиля. Мы сейчас про Израиль говорят и так далее. Произойдет в Европе где-нибудь, в Америке может произойти. В Америке может не будет так рисковать, но могут и там. И потом мнение поменяется. Очень быстро. Помните, ИГИЛ когда появился? А, кстати, ИГИЛ активизировался. Оказывается, в Сирии он, оказывается, жив, здоровый, здравствует. Сейчас нынешнюю власть Сирии,
Они их расстреляли, там убитые есть, ИГИЛ там нападение совершает. Ну, как бы ИГИЛ. Это бандиты, это фашисты, это ублюдки, которых нужно быстро, срочно либо ликвидировать, либо изолировать. Вот они сейчас активизировались. А почему такое совпадение? Таких самых супер мусульман, они там, если ты неправильно там как-то намаз делаешь, они тебя казнят, они тебя там анафеме предают. А теперь они за шиитов начали. Вообще нелогично. Как это так? Вроде шиитов они не признают, они даже как они молятся, только их признают. Все остальные. Это фашисты. Самый настоящий фашизм. Это антимусульманский проект ИГИЛ. Антимусульманский. Ничего мусульманского там нет, кроме вот внешней вывески. И вот в этот момент, когда вся война уже начнется, идет, кто-то может ударить по Турции. Да? И потом Эрдоган скажет, вот, Эрдогана мы знаем, еще тот лицемер. Он скажет, вот, мы там это должны сделать, то должны сделать. И вот это вот все закручивается. Это все происходит на наших глазах. И самое главное, я вас предупреждал, что это может произойти, что они нас к этому подводят. И слишком много уже вот этих вещей, совпадений, которые как по бостонскому теракту были. Вот начинает все это происходить. И вот оставляется, как тогда было оставлена Чеченская республика на съедение в фашистской России, Украина оставляется на съедение фашистской России. Вот и все. Потом украинских националистов, патриотов пристегнут к исламским радикалам. А украинцы тоже думают, что вот воевали настоящие там, это исламские радикалы и так далее, и так далее. Это не так. Украинцы, украинские патриоты и националисты, я вам сообщаю. Да, были чеченцы, мусульмане, которых представляли какие-то радикалами и так далее. Но воевали чеченские патриоты, такие же, как вы. Да, вы креститесь, там, в церковь ходите, они намаз делают и в мечеть ходили. Просто их и вас представляют фашистами там ужасными, и их представляли фашистами. И вас теперь пристегнут к этим исламистам. И я это уже вижу, давно об этом предупреждаю. И вас пристегнут и будут говорить, это тот, все это зло, давайте это фашисты, вместе их долбить. Вот как делается эта работа. Вот как сделали с чеченцами. И эту же работу отрабатывают на вас, украинцы. А я против этого. Категорически. Я не согласен с этим. Так, у нас завис интернет, скажите. Нет, не завис вроде. Отвисли. Так, давайте. Я думаю, что Натаньяху хочет легитимизировать Путина, говорит Аснабек Тутаев. Вполне возможно, я не исключаю. Натаньяху, друг Путина, он прямо об этом говорит. Прямо я был шокирован. Если честно, я опубликовал это и долго переваривал эту информацию. После 7 октября 2023 года, если Натаньяху говорит, что Путин его старый друг, то Натаньяху это и есть Путин. Такой же, и ничего другого нет. После 23 года, 7 октября, ну такое не может сказать человек. Мы все знаем, что там русская речь была, мы знаем, куда, в какую гуманитарную помощь Россия там, под видом гуманитарной помощи, вывозила всех этих палестинских беженцев, якобы беженцев, всех этих функционеров, их семьи, к нам туда, на Кавказ, в Чечне там им понастроили жилье, они там всех размещают. Да, вполне возможно. Я не доверяю Натаньяху. Вот прямо открыто говорю. Прямо не доверяю. После того, как он представился другом. Ну, евреи верят ему, они доверяют ему. Но я думаю, они очень-очень жестоко ошибутся, если это окажется именно так, как я думаю. Цайолчхен, цоганти кок бог, мета бош. Да, гражданин Ичкерий. Я когда, например, обратите внимание, если я на название пишу ФСБ или там Кечкин, проект Кечкин, если я правильно расследую, и как гражданин Ичкерий говорит, наступаю им на хвост,
они визжать начинают. И сразу они здесь сюда заскакивают и начинают, и мне просмотры сразу падают, и так далее, и так далее. Ну, короче говоря, работают, работают. Алейк салам, крымский татарин. Привет, Изаля, привет, привет. Так. Да, конечно, продюсер Насти. Ты можешь написать совет и вопрос, я тебе отвечу на него. Да. А знаешь, чего ты решил, что США хочет быстро эту войну закончить? Может быть, ей выгодно, чтобы эта война долго шла, ведь США будут отрабатывать все виды дронов, все виды вооружений на иранцах. Ну, они, в принципе, и так их отрабатывают и так далее, и в Украине можно их отрабатывать там и так далее. Сейчас экономическая ситуация ухудшается. Сейчас, правда, Трамп разрешил Путину нефть продавать, снял санкции. Вообще так, временно я так снимаю, но я так недельку повоюю, и все. И Путин все освобождается. И там стоит постоянно маяч где-то Нетаньяху. Ну вот и делаете выводы, да. Путина они спасают. Вот и все. Значит, что-то очень хорошее Путин предложил. Ну, а это тогда уже не сакральная война. Сакральная то, что украинцы ведут война. А это уже так. Долго будет? Я не знаю. Я думал, что это невыгодно Соединенным Штатам. Но я думаю, что здесь о интересах США не беспокоится. Если бы заботились об интересах США, то вот такую войну, вот с такой репутацией, вот с таким бэкграундом не начали бы. Просто не начали бы. Просто подвели, чтобы просто вот Америку, ну, обидеть, задеть, дискредитировать. Я не думаю, что человек, который патриот Америки, мог вот так думать, вот в таком направлении. Ну, один раз, да, где-то там, может, и где-то косяк запороть, как говорится. Еще что-то там, по детям даже ударить ты можешь нечаянно, да, что-то случиться может. Ну, вот так вот, один за одним подряд, ну, так не бывает. Столько совпадений, 2, 3, 4, 5 совпадений. Ну, не бывает такого. Не бывает. Может быть, кому-то нужно, чтобы эта война долгая была. И, скорее всего, ее ведут к этому. Ее ведут к межрелигиозной войне, межцивилизационной войне между мусульманами и христианами. Понимаете? Не получается. Многие поняли, я наблюдаю и очень радуюсь, что некоторые люди, страны понимают, что нас хотят стравить, что какой-то глобальной нас войне ведут. Ну, как говорится, они вычисляют, кто против, воздействует на этого политика, президента, там, кого-нибудь. Если надо, его дискредитируют, покупают, убивают, запугивают и так далее. Проводят еще несколько там терактов. Это самое такое у них законное оружие. Такой вечный, хорошо отработанный механизм, где просто берутся, взрываются дети, женщины, наезжают на машине, неважно под каким. Вот этот же человек, не этот, другой там рассказывал по поводу того, что как Россия делает террористов. Она подготавливает, обучает, зомбирует и потом направляет сюда другой религии, другой национальности людей, чтобы на них не подумали. И в первую очередь это мусульмане, которых используют. К большому сожалению, вот такая вот ситуация, в которой мы оказываемся. К большому сожалению. Дальше. Так, Артур, короче, давай ты в другом месте рассказывай про этих своих террористов.
Зависятся до DQ, отлично. Война затянется, и Трампу грозит импичмент. И будут выдвигать Венса. Натаньяху подставил Трампа. Ну, Асланбек, это как бы, ну, одна из гипотез такая, которая, ну, может быть. Это если в хорошем случае, в лучшем случае это будет. Но уже лучшего случая здесь не будет. Здесь так ситуация поставлена, что если выводить войска, там что-то договариваться, хотя я думаю, сейчас иранцы готовы на все. Они просто понимают, что американцы не остановятся, поэтому они говорят, там хорохорятся, мы там будем воевать, там ждем на земле. Помните, как Дудаев сказал, когда Россия разбомбила наши учебные самолеты в аэропорту, он министру авиации, да, кто он там у них был, а, отправил телеграмму. Поздравляю с успешной операцией в воздухе, жду встречи на земле. Поэтому, если нормально договориться, можно было бы это все решить. Но я не вижу, что кто-то хочет договариваться. Мне кажется, если угроза для Израиля будет, то американцы не отойдут. И я не хочу, чтобы обходили. Потому что тогда Израиль и еврейский народ просто будут долбить со всех сторон. С другой стороны, если правильно преподнести иранцам, они согласились бы не лезть никуда и так далее. Но опять же с ними нужно разговаривать. С ними разговаривать никто не хочет. Потому что ну, невыгодно, чтобы сейчас все это разбираться, выяснять, кто прав, кто не прав. Поэтому импичмент тоже еще пока рано, еще год, может быть, есть у Трампа, чтобы там, ну, к выборам, да, у них когда выборы будут, в октябре, по-моему. К тому времени, может, какие-то события там будут происходить. Но война может затянуться. К большому сожалению, если она месяц затянется, это катастрофа для Европы и для Украины. Это не значит, что это конец, это значит, что в 10 раз все будет хуже просто, и все. Но, как говорится, сдаваться нельзя, Дион. Сдаваться нельзя. Помнишь, я тебе еще говорил, что США активно учатся на войне в Украине, обучают свои модели искусственного интеллекта, просчитывают все сценарии, их генералы, военные все изучают. Ну, это понятное дело, все, не только американцы, там и англичане, и французы, все в этом участвуют. Чушь, Венс антисемит, говорит Марина. Я не думаю, что Венс антисемит. Ну, по крайней мере, я ни разу за ним не замечал, что он антисемит. А то, что если ты имеешь в виду, что вот Такер Карлсон антисемит и так далее, евреи, вот кто если меня смотрит, евреи, к вам обращаюсь, знаете, я думаю, он фейковый антисемит. Это такой искусственно нагнетается. Это, вот не верю я ему, что я просто столько видел за чеченцев и против чеченцев, а все они оказывались заодно просто потом. Выяснялось, что я уже просто не верю. Я думаю, что Тагер Карлсон делает просто свою работу. И такой, знаете, хороший и злой полицейский. Хороший и добрый полицейский. Ой, хороший и злой полицейский, да. Ну, такая вот, может быть, интересная вещь. Но если Израиль предадут, ну, это самое будет последнее, что ну, полностью репутация США, ну, в моих глазах она упадет, Леон, навсегда, Леон. Потому что столько уже сделать, а потом взять и... Нет, так нельзя. Это самого себя предать, получается. Лучше самого себя предать, чем человек, который тебе доверился и который делал все для тебя, рискуя и репутацией. А евреям нужно жить на этой земле, понимаете? Это же не так просто. У меня завис, короче, интернет здесь. Как скажите, завис? Нет? Салам алейкум, брат. Ты чеченец? Да, я чеченец. Валейкум салам, юзер. Я казах, если что. Приветствую, казах. Уважение прошу. Что ты просишь? Ну, напиши, что хочешь. Нет, не хочу я сейчас. Все, зависли, да? Скажите, YouTube зависли? Напишите кто-нибудь что-нибудь. У меня здесь, мне кажется, подвисли немножко.
Я же про самое главное. Нет, так, да, зависли мы. Нет, я про YouTube спрашиваю. У меня YouTube тоже Хельга идет. Спасибо, конечно, что отозвались. Бакинец тоже спасибо тебе. Так, смотрите. Массированные атаки по Москве и другим городам по другим городам фашистской России. За 14-15 марта 2026 года. Украина официально почти не комментирует массированные атаки дронов. Это стандартная практика Киева по ударам глубоко в тыл РФ, особенно по столице. Ни Зеленский, ни Генштаб ВСУ, ни ГУР, Министерство обороны не дают прямых подтверждений и заявлений. Украинские СМИ, Украинская правда, ТСН просто пересказывают российские сводки Минобороны и Собянина, как Россия заявила без добавления это сделали мы или деталей по Москве. И теперь. Украинская сторона официально. Генштаб ВСУ сообщает от 14 марта удар по Афимскому НПЗ, северный район Краснодарского края. Завод перерабатывает нефть для армии РФ. Зафиксирован пожар. Сейчас, подождите, у меня здесь была немножко ошибка. Удар по инфраструктуре порта Кавказ, Тюмрукский район, район Чушки. Повреждены причалы, техническое судно, нефтебаза. Порт используется для логистики войны. Также упоминают удар по аэродрому Майкоп в Адыгее. ГУР МО Украины, Главное управление разведки. Удары по двум российским военным транспортным судам в Керченском проливе, Славянин и Авангард. Перевозили оружие и технику. Дополнительное поражение инфраструктуры того же порта Кавказ. Эти цели Генштаба и ГУР прямо называют снижение военно-экономического потенциала агрессора и ответом на российские удары по Украине. Данные России. На вечер 15 марта 2026 года по состоянию на 21:00, то есть на вчера вечером, когда я писал текст, составлял точнее, полная картина всех известных случаев атак Украины БПЛА на России 14-15 марта. Это была одна из самых массированных серий удара за 26 год. Волнами с фокусом на Москву, но с ударами по другим регионам. Все данные из официальных сводок Минобороны РФ, сообщений мэра Москвы Сергея Собянина, региональных оперативных штабов и СМИ, обновление до позднего вечера 15 марта, прямых массовых попаданий в жилые районы Москвы нет, но есть обломки, пожары и повреждения в других местах. Жертв в Москве не зафиксировано, в районах единичные ранения. Ночь на 14 марта, 20:00 13 марта до 7 утра 14 марта, Минобороны РФ сообщают, сбито 87 БПЛА самолетного типа. Основные районы перехвата: 31 над акваторией Азовского моря, 16 над Краснодарским краем. По несколько над Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской областями и Крымом. Конкретные случаи атаки на порт и нефтяные объекты в Краснодарском крае. Предыдущие волны. Белгородской области повреждение энергоинфраструктуры, перебой света, воды и тепла, но без жертв по этим дронам. 14 марта с 12 часов до 21 вечера и 23 вечера Москвы. Массированная волна на Москву и регионы. Собянин. 12:27 первые два БПЛА. 12:47 еще два БПЛА. 14:28 итого 16 БПЛА. 18:00 итого 31 БПЛА. К вечеру 39-47, около 65-67 на подлетах к Москве за 11 часов. Минобороны за 10 часов с 10 до 21 часа вечера. Сбито 280 БПЛА по всей стране. Из них 47 летели на Москву. Регионы: Брянская, Калужская, Белгородская, Тверская, Смоленская, Курская области, плюс Краснодарский край, плюс Московский регион. Конкретные инциденты: Краснодарский край, пожар на Афипском НПЗ, северный район, Северский район. От обломков, удар потушен. Типа от обломков, это так русские любят завираться. Порт Кавказ, Тюмрюкский район, 3 человека ранены. Повреждено техническое судно и причал. Небольшой пожар на бортовом комплексе потушен.
Белгородская область. Повреждения энергообъектов, перебои. Обломки падали в Подмосковье. Дубна, Королев, Истра и другие. Аэропорты. Временно ограничили работу Домодедово, Внуково, Шереметьево, Жуковский из-за задержки рейсов. Ограничения Калуга, Краснодар, Нижний Новгород, Ярославль. Ночь на 15 марта с 21:00 14 марта до 7 утра 15 марта. Продолжение днем еще 15 марта. Минобороны РФ. Сбито 170 БПЛА. Самая крупная ночная волна. Регионы перехвата. 14 территорий. Тверская, Брянская, Белгородская, Калужская, Курская, Смоленская, Тульская, Ростовская. 40 дронов. Ростовская. Волгоградская, Саратовская области. Краснодарский край, республики Адыгея и Крым, акватория Черного моря, Московский регион, в том числе 20 БПЛА, специально на Москву. Собянин, обновление 15 марта. После полуночи еще плюс 30 на Москву дронов прилетело. К 11:29 итого 95 дронов за сутки на 14 марта. Дальше обновление 102, 105, 108, 111 к вечеру 15 марта. Волны шли группами по 14, 23 и 26 дронов за час. Конкретные случаи и последствия. Москва и Подмосковье. Обломки падали в Троицком округе, в Уцкад, Истре, Королеве, Дубне, Раменском, Волоколамске. Экстренные службы работали на местах. Прямых попаданий в жилые дома, центры нет. Аэропорты снова ограничивали, 37 рейсов задержано. 17 Внуково, 13 Домодедово, 7 Шереметьево. Работа восстановлена после 11:30-12 часов дня. Волгоград. Дрон врезался в многоэтажку на улице Владимира Петровского. Выбиты окна в квартирах без жертв. Краснодарский край, Тихорецк. Новый пожар на нефтебазе от обломка плюс повреждения ЛЭП потушен. Белгородская область. Повреждение энергоинфраструктуры, отключение света, воды, обломки в районах. Ростовская область. Атаки на Миллерово, Каменск-Шахтинский и районы, в основном перехваты без крупных попаданий. Краснодарский край, Порт Кавказ. Повторные инциденты с ранеными. Итого 3 человека госпитализированы. Другие районы. Брянск, Курск, Тверь и так далее. Только перехваты без подтвержденных серьезных повреждений. Общий итог за 14-15 марта. Москва. 95-115 БПЛА. Самая крупная атака с начала 26 года. Для сравнения, год назад 91 была атака. Были тогда жертвы. В прошлом году, то есть. Сейчас не было жертв. По России всего, по крайней мере, не сообщается. По России всего более 550 БПЛА. 280 днем 14 марта и 170 ночью, плюс ночные 14 марта и дневные 15 марта. Это рекордные цифры за короткий период. Последствия. В Москве только обломки и задержки рейсов. В регионах пожары на НПЗ, нефтебаза, повреждения порта, жилых домов, ЛЭП, 3 раненых, Краснодарский край, а жертв официально не сообщали, в отличие от предыдущих атак. Украина, по косвенным данным, заявляет удары по стратегическим объектам, НПЗ, порты, энерго. На вечер 15 марта новых крупных волн не зафиксировано, по последним сводкам Минобороны и Собянина. Атаки шли волнами с интервалом 10-30 минут. ПВО работало непрерывно. Если появятся свежие обновления к ночи, могут уточнить. Российские источники, сводки Минобороны РФ, каналы Собянина, региональные оперштабы, ведомости и так далее, и так далее. Слава Украине и Ичкерии. Вот такая вот информация нам поступает. Так, Free Ичкерия. Амин. Спасибо, Буфи Дэдди. Так, дальше. Так, из Норвегии, он иранец, у него есть инфо по Ирану. Асланбек, пойди, отец. Он раньше говорил, что он азербайджанец. Он иранец не говорил. Я помню, азербайджанец он говорил. Если я не ошибаюсь. Могу ошибаться тоже, не будем сейчас.
В Иране много национальностей. Это да, в Иране много национальностей. Возможно, благодаря тебе и то, что ты делаешь, Чечению пока не бомбят. Нет, я не думаю поэтому, Шамиль. Не знаю. Когда были проблемы у фермеров в Европе, то они поехали в Брюссель, отстояли свои права. А в России власти режут скотину, а виноваты у них евреи из США. Вот и разница между свободными и холопами. Да, не говори о себе. Когда им тут немножко там поднимут, не знаю, налог фермерам или еще какие-нибудь. Я не помню, в какой стране, Франция это или Бельгия была. Когда они приехали на тракторе, на каком-то грузовике, где была вот эта кошта, ну, навоз, короче говоря. И с этим навозом они это здание просто из трубы поливали просто. Представь, вот это административное здание, мэра, по-моему, или кого они там, прям окно там разбили, туда заливали. Да что, русские никогда бы так не сделали бы. Они просто порядочные. Ну, сделали очень хорошо, на самом деле. Чиновников только так. Чиновник это такая, знаете, скотина, которую нужно в ежовых рукавицах держать, да, чтобы не дергались лишний раз. Вот такие вот, да, интересные вещи творятся. Так, что еще? Друзья, я думаю, и полицию тоже поливали. Да, ты видел это видео? Да, я полицию точно не помню, но помню вот этот трактор, по-моему, с этой трубой такой, в окно им все, прям наверх туда поливал. Очень круто сделали, молодцы, так держать. А то они тебя возомнили себя хозяевами. Это демократия. Демократия это они наши слуги, понимаете? Мы так должны относиться, без какого-то трепета, ой, это власть. Никакая не власть. Пришел служить нам, зарплату ж хочешь получать от нас. Давай будешь работать, как мы тебе скажем. Это мы здесь власть. Да? Когда Навальный они вышли, мы здесь власть, мы здесь власть. И менты побежали, вся власть разбежалась. Да, в Испании, может, это было. Что-то такое. Или Бельгия, или Испания. Да. Поэтому, ну а реально это так и должно быть. Почему мы должны, вот мы им зарплату платим, по идее. Вот налоги человек платит, живет, голосует за него, выбирает его. Он же что-то обещает. Он говорит, я вот сделаю то-то, то-то. Все, молодец, мы тебя избираем. Назначили, все, действуешь. И начинаешь себе карманы набивать. Родственников своих власти подтягивать. Стоп, а ну иди сюда, ты кто такой? Чтобы туда, мы что, думаешь, у нас родственников нет, что ли, туда их поставить, да? Нет, ты зарплату пришел получать, работаешь или идешь в тюрьму к чертовой матери. Вот так нужно к чиновникам, понимаете? Да, есть настоящие патриоты, настоящие там люди, которые готовы там, и жизнь отдать за свою страну, за свой народ. Да, их нужно уважать. А так эти чиновники, их полно, которые просто техническую работу делают и деньги себе в карман набивают. Их абсолютно не стоит уважать. Да, сделал хорошо работу, молодец, за это можно уважать. А так ты работаешь, ты никто. Понимаешь? Прикрываясь, мы тебе разрешили управлять нами. Разрешили. Вот и все. Вся твоя задача делать то, что входит в твои обязанности. Да, в Брюсселе тоже было. Ну, значит, это Бельгия была тогда. Вот такие вот, друзья, дела. Так, еще, может, какую-то новость я вам хотел. Может, что-то забыл, думаю. Так. Стармер отказал Трампу, Британия не отправит корабли в Армузский пролив. Ну, так сообщает.
Также Германия отвергла призыв Трампа отправить военные корабли в Ормузский пролив. Это не наша война, мы ее не начинали. Мы хотим дипломатических решений и быстрого окончания конфликта. Дополнительные военные корабли в регионе, скорее всего, этому не способствуют. Дело в том, что реально это на годы война. И это все понимают. Но США сейчас, если Трамп не отступит, тоже оставлять нельзя. Потому что, ну, тогда это самое главное. Дело же не в Трампе и не в Натаньяху. Дело в США, дело в американском народе. Если сейчас их оставить, и они потерпят поражение, даже просто репутационное, то это на всех нас отразится. С другой стороны, если мы втягиваемся туда, Запад туда, и все, мы тогда оказываемся, ну, все, это и Афганистан, и Вьетнам, и все, потому что Россия, Китай, и все вот эти террористы, и все, они будут очень много делать для того, чтобы, и знаете, и вроде бы как бы и наши союзники тоже не будут, на самом деле, до конца укладываться в этом деле. Ну, короче, бардак сейчас получается. Нет, чтобы четко подготовиться, четко сакрально, так сказать, подойти, чтобы и иранский народ поддерживал, и чтобы здесь все поддерживали. Вот так нужно было подойти. Просто с убитой напрочь об стену взяли за ноги эту репутацию, разбили ее. И что вы не встаете теперь? Да, группы какие-то будут вставать, но уже народного не будет, понимаете? Народного, сакрального, божественного не будет. Начало этого всего. Вот в чем беда. Ладно. Давайте еще вам новость. Кстати говоря, я сейчас вам тут постил по поводу Хасана Бакаева, да, Алгеш-Дуэльсон. Очень много интересного про хуритов там и так далее рассказывает. Германия не будет участвовать, говорит, в военной операции по разблокировке Армузского пролива, заявил глава МИД ФРГ Йохана Вадефуль. Немецкие судовладельцы призвали власти не бросать людей и корабли. Министр иностранных дел Германии в эфире АРД отметил, что безопасного судоходства в Ормузском проливе, важнейшем в мире маршруте экспорта нефти, можно достичь только переговорами. В настоящее время Берлин не видит причин для участия вооруженных сил ФРГ. Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас допустила, что для сохранения Ормузского пролива открытым Евросоюз может задействовать свою военно-морскую миссию Аспидес, которая сейчас развернута в Красном море. Комментируя это заявление, Вадефуль подчеркнул, что очень скептически относится к тому, что миссия Аспидес может повысить безопасность в проливе, поскольку она уже неэффективна в Красном море. Ранее Союз немецких судовладельцев ВДР выразил недовольство тем, что власти отказывались участвовать в защите торговых судов в Ормузском проливе. Пострадали почти 1000 моряков, и по последней информации более 40 судов, связанных с Германией, ответили в ВДР. Эти люди и корабли не должны быть предоставлены сами себе в этой ситуации, добавили там. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил возможность военного сопровождения немецких торговых судов. Я хочу еще раз четко заявить, Германия не участвует в этой войне, и мы не хотим в ней участвовать, подчеркнул Мерц. Знаете, на самом-то деле получается такая ситуация, что современные технологии, те же дроны, о которых мы сегодня много говорили, они могут уничтожить любой корабль. Просто если там есть кто-то заинтересован топить, то будут топить, их невозможно не потопить. Ну, невозможно ставить. Ну, что вы сделаете? 3 человека. Чтобы запустить один вот этот шахед, дрон, вот они сейчас, иранцы показывают, на катер ставят, там 1 человек просто. На катер ставится эта установка с этим дроном. Вот он на катере едет. Ну, все, 1 человек этим может справляться. Вы не можете на каждого человека отправить, там, я не знаю, томагавк или еще что-то. Даже если вы можете, их 90 миллионов, этих граждан. Ну, что, ну, один даже если корабль потопить, это для флота большая потеря и так далее. И все остальные больше не поедут, не пойдут по этому маршруту. Потому что если топят, это и страховки не будут страховать. Ну, короче говоря, ужас ужасом. Потому что это очень легко перекрыть. Все даже корабли туда мира, если согнать, да, они могут там весь это побережье просто в пыль превратить. И опять какой-нибудь вылезет на какой-нибудь надувной лодке, и этот шахед запустит, и опять уничтожит какой-то корабль. А если он военный корабль потопит, да, или 1, 2, 10 дронов прилетят в этот корабль,
Тогда что делать? Короче говоря, ситуация патовая на самом деле. И именно поэтому Трамп зовет. Он вроде рассчитывал сам справиться. А может и не рассчитывал. Может рассчитывал ввязаться, а там уже всех подтянуть в это дело. Ну подтянуться, я считаю, что как-то нужно помогать. Как-то все нужно это решать. Но главное, чтобы потом эту войну не сделали христианско-мусульманской. Понимаете? Это самое страшное. Понимаете? К чему нас подводят. И это все единая цепочка, которая идет. Начиная от блогеров здесь, чеченских, которые хотят представить нас здесь исламистами. А потом, когда эта вся волна начнется, я думаю, в этом году она уже начнется, эта волна. Когда она начнется, когда начнут уже без разбора, помните, как евреев тогда зачищали здесь, также будут всех мусульман защищать. И, надеюсь, не будут. Но очень даже могут. Технически это возможно. Рецидив преступления, он может повториться. Да? Если один раз сделали, то почему второй раз не сделать? Если накачать пропагандой, привести своих людей и дать давай днем и ночью, говорит. Конечно, это будет ужасно. Ужасно, да. Но посмотрим. Посмотрим. Дай Бог, чтобы все было хорошо. И, Господи, благослови Германию. А также благослови Соединенные Штаты, Украину, Ичкерию, Израиль, Азербайджан, Армению и всех-всех хороших людей на этой земле. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Адикюэль Машуэль. Всего хорошего, друзья. До свидания. Так, Асамбек, я сейчас отвечу, не буду класть, раз ты уже что-то написал, сейчас прочитаю. Потому что... Так, если не хотят военным путем помогать, пусть идут санкции или каким другим политическим моментом помогут США. Так наоборот, США снимает эти санкции. Вот в чем беда. Я давно смотрю Хасан Бака, по следам сатаны говорят, что он написал в России, это книга под запретом. Ну, у меня была эта книга, я ее читал. Интересная книга была. Немножко тяжелая мне показалась, потому что для меня все было новым. Но я ее еще в Москве читал. Мы должны держать за свою историю, говорил мой родственник из США, Абдурахман Авторхана, был его другом. Абсолютно с тобой согласен, Сабер. Мы появились не 300 лет, не 500 лет на этой земле. И если мы и знаем свою историю, мы, конечно, все должны ее придерживаться. На этом заканчивая. Нарджан, спасибо и тебе здоровья. Всего самого хорошего. Еще раз с Рамаданом, кто держит пост. По-моему, 3 дня еще осталось, да, 3-4 дня. И... загуляем, может. Всего хорошего, до свидания. Адекюр Маршаль.